1762 году итальянский драматург Карло Гоцци написал пьесу-сказку «Турандот», что в переводе значит «дочь тюркского мира». По сюжету красавица-принцесса Турандот, не желая выходить замуж, ставит условия женихам: разгадать 3 труднейшие загадки, кто не угадает, того казнит. Но красота Турандот настолько велика, что поток влюбленных принцев со всего мира не иссякает. Наконец появляется один влюбленный, это астраханский принц Калав, сын Тимура. После различных трагедийных и комедийных приключений сказка заканчивается влюбленностью и свадьбой в раз подобревшей принцессы и благородного принца. Сказка-пьеса о тюркской принцессе Средневековья настолько стала популярной в Европе, что ее стали переписывать многие драматурги и писатели того времени. В 1801 году немецкий поэт Фридрих Шиллер перевел пьесу Гоцци, переосмыслив ее в романтическом стиле. В версии Шиллера принцесса Турандот была представлена не только умопомрачительной красавицей, но и умной девушкой, следующей моральным и этическим взглядам. Европейской культуре настолько пришлась по душе история влюбленной тюркской пары, что на пьесу Турандот в последующие 300 лет множество раз снимали оперы и фильмы различные страны, в том числе СССР. Теперь перейдем к самому интересному. В списке действующих лиц Турандот объявлена китайской принцессой, дочерью китайского императора со странным для китайцев именем Алтаум. Словом, китайская принцесса можно провести обывателя, но не человека, мало-мальски разбирающегося в истории и этнологии. Мы знаем, что сотни лет Китаем правили различные некитайские народы. Китай часто был составной частью какой-либо кочевой империи, а многие современные китайские территории исторически еще совсем недавно не входили в состав Китая. Но так как в XVIII веке это объяснять европейскому зрителю было сложно, то принцессу Турандот и ее отца Алтаума просто записали в китайцев. На ваших экранах статья американского историка Джека Уизерфорда. Работу этого историка накануне мы рассматривали на канале. В своей книге «Чингисхан и рождение современного мира» на странице 44 Джек Уизерфорд указал, что монголов XII века называли также голубыми тюрками, и жили они в окружении тюрок и татар. Для американских историков, в том числе и для Джека Уизерфорда, не является секретом, что исторически принцесса Турандот идентифицируется с праправнучкой Чингисхана, принцессой Хутулун, жившей в XIII веке. Родилась и выросла принцесса Хутулун на стыке современных Казахстана и Монголии в тюркоязычной среде и была двоюродной сестрой Кублай-хана, правившего Китаем.